Нагадай свое счастье. Здравствуйте, мои дорогие любимые. С вами снова канал Alive. Сегодня мы с вами погадаем на выбор места работы между двумя вариантами на Таро «Сказка леса». У нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Колода, в принципе, такая говорящая, так что мы с вами спокойно сможем на ней погадать. Вам нужно загадать, какой будет для вас сначала вариант, именно выбор позиции одной из 3, да. Можете по сигнификатору. Первая карта будет ваша характеристика на сегодняшний день, ну, в плане работы, да, конечно, работоспособности, может быть. Вот, вы по ней можете выбрать позицию, и дальше вы выбираете, какой вариант, места работы, да, какое первое и какое второе. Именно в таком смысле идет гадание здесь. То есть в каждом варианте мы анализируем 2 места работы и выбираем лучшее из них. То есть место номер 1, вы как-то для себя обозначаете, что это за место, да, и место номер 2. Первая позиция лазурит, вторая позиция бычий глаз, третья позиция флюорит. Ой, простите, авантюрин, неправильно сказал. Авантюрин. Первая, вторая, третья. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите уже на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. А остальные я убираю в сторону. Итак, выбор места работы одной из 2, да, вот на какую работу вам идти, или, допустим, между вашей, на которой вы работаете, и на новой, да, вот, выбрать между старой и новой работой можно, или, допустим, 2 места перед вами маячат, и выбрать одно из 2. Итак, первый камень лазурит, первая позиция, вы выбираете. Лучше всего выбирать по сигнификатору, как я уже сказала вам, да. И вы выбираете просто характеристику себя. Итак, первая карта, ваша характеристика именно для работы. Тут у нас 9 листиков, да, как вы видите. Товарищ у нас летит на моле. Смотрите, карта явно показывает, что вы человек, который готов, возможно, даже ради работы совершить перемещение. И также вы человек, который очень хотел бы, может быть, в жизни чего-то добиться, достичь, идти впереди планеты всей. Вот. Очень целеустремленный человек, который готов, в принципе, жертвовать ради работы своей чем-то, да, в жизни. И также я еще, знаете, как скажу, что вы иногда придерживаетесь слишком большого принципа, то есть какие-то для себя установили правила, да, и придержитесь этих правил. Вы защищаете себя, вы любите себя защищать, и, соответственно, если на работе идут нападки, вы покинете такое место работы легко, и вообще вы бы хотели, чтобы вас уважали на работе, ценили. Вот, даже если вам придется туда ездить, даже если вам придется работать на расстоянии от дома или переехать в связи с работой. Самое главное для вас, это чтобы у вас там был карьерный рост, чтобы вообще было куда расти, куда стремиться, и чтобы вы были уважаемы, чтобы вас никто не оскорблял. Вот. Также, конечно, эта карта, она показывает здесь кого-то, кто, может быть, имеет большие амбиции, да, то есть готов совершать какие-то подвиги ради работы и достигать вот именно повышения, и знать, что он достоин повышения, это в принципе, да, вот еще здесь в этом вся суть. Конечно, эта карта очень такая яркая, то есть здесь куда-то мы полетели, а это значит, что и вы можете что угодно преодолеть, лишь бы только у вас были возможности в жизни. То есть вы не бросаете, да, и у вас есть лидерские качества в любом случае. Хорошо, идем дальше. Если вы себя узнали, идем дальше.
Вы загадываете, какой у вас первый вариант работы и какой второй, а мы между ними выбираем, да? Смотрим сначала выгоды. Выгоды первого варианта работы и выгоды второго варианта работы. Итак, выгода на первом варианте работы, да? Девятка желудей. Смотрите, карта, она здесь показывает на самом деле, что на первом варианте работы выгод не так уж много. То есть, скорее всего, это какая-то сложная работа, сложная занятость, которая доставляет вам массу неудобств. И вы уже задумались, по сути, а оно вам надо или не надо, да? С другой же стороны, карта показывает человека, который может работать один. Вот, допустим, в первом варианте, да, вы можете как-то обособленно работать. Но, с другой же стороны, на вас постоянно будут надавливать в любом случае. Даже если вы будете одного в кабинете, там, например, сидеть, да, или что-то в одного осуществлять, какую-то работу, на вас все равно будут постоянно надавливать. Вот, кстати, вторая девятка уже вышла. Девятки, второй, это признак вот именно работы самостоятельной какой-то, да. Может быть, даже без чьей-то помощи. Сама по себе эта карта, она всегда говорит о том, что много приходится бороться, отстаивать на этой работе. И вот задумайтесь, выгод маловато, да, я бы сказала, по деньгам не очень, еще приходится отстаивать постоянно, выдерживать нападки окружающих, да, вот, и, может быть, нужно задуматься уже над этим и понять, насколько вам действительно это, ну, на самом деле необходимо. То есть вот эта работа, которая загадана вами под номером 1. Давайте посмотрим выгоды от номера 2, потому что выгоды от номера 1 очень сомнительны на самом деле. Так, номер 2, десятка желудей, да, тут девятка желудей, тут десятка желудей. Карта показывает, что это тоже тяжеловатая работа, однако на ней хотя бы есть, ну, какой-то интерес, да. Она развивает, она заставляет, может быть, что-то изучать, и у нее есть перспектива у этой работы карьерного роста. Вот. А также может быть на этой работе хороший коллектив, то есть тут уже точно не одиночество. Не знаю, кому-то нравится одному работать, кому-то нет, но на вас там надавливать сильно не будет, хотя работа, да, тяжелая. Работа тяжелая, но не будет, вот знаете, вот нападок вот таких, как на первой работе. Надавливания, нападок, обвинений, вот этого не будет. А скорее будет, знаете как, вот что хороший коллектив, в принципе, все слаженно вместе работают, есть куда расти, есть к чему стремиться. И несмотря на то, что работа тяжелая, может быть, в принципе, так-то и в будущем неплохой заработок, да. То есть я бы сказала, вот по выгодам вторая работа получше, вот уже если даже выводы сейчас делать. Ну, давайте смотреть дальше. Подводные камни первого варианта. Подводные камни, смерть. Подводным камнем здесь является то, что вы в любом случае уйдете с этой работы. Возможно, это предприятие закрывается в будущем, или что-то случается, что сотрудников сокращают с этого предприятия. То есть смерть, это говорит о том, что вы в любом случае уйдете. Уйдете или вас уволят, или вас сократят. И, соответственно, что хорошего в такой работе, да? Подводные камни на второй работе. Давайте посмотрим. Вторая работа. Подводный камень – это отшельник. У вас много цифры 9, заметили? Прям валится и валится. Подводные камни – это то, что, возможно, у вас будет какой-то учитель, наставник, которого надо слушаться первое время. Дальше, значит, отшельник говорит о самостоятельном принятии некоторых решений в будущем. И, конечно, это сложно. Да я и говорю, что да, вторая работа тоже сложноватая, конечно. Но у вас тут и выбирать не особо есть из чего. То есть первая работа из рук вон плохо, да, вторая хоть и тяжеловатая, но хотя бы с развитием, даже, может быть, какой-то наставник будет, наоборот, хорошо вроде как. Ну да, решение принимать самостоятельно. Это многим людям плохо дается, хотя вроде бы лидер, да, но брать ответственность на себя многим тяжело.
Вот в этом подводные камни, конечно. Так, дальше. Совет по выбору. То есть, что посоветуют карты Таро по первому варианту. Десятка колокольчиков, да? Колокольчики же тут. Ну, смотрите, карта показывает здесь, что если вы выбираете первый вариант, то вам нужно будет уделять очень много внимания семье. Семье, родным или детям вашим. То есть прям учесть сразу же этот момент. Потому что, возможно, работа будет предполагать то, что вы будете как можно меньше уделять внимания близким. А тогда нужно распределить свои силы. Да, как можно больше уделять внимание близким. Дальше, значит, совет по второму варианту. Шут. Иди в новое, ничего не бойся. Умей рисковать, умей пускаться в жизненные приключения. И, соответственно, да, действительно, это новый путь, новая дорога, новые возможности. Здесь, наоборот, что-то старое, здесь что-то как будто действительно новое. Вот понимаете как? И, мол, не будь зависим от материального, а скорее просто открывать для себя эти новые возможности и все. То есть вот такой совет по второй работе. Дальше. Перспективы выбора каждого из этих вариантов, да? Перспективы по первому варианту — это император. Следующая карта, значит, это у нас восьмерка колокольчиков. И третья карта — это у нас тройка сердечек. Перспективы по второму варианту — это у нас королева желудей. Это у нас рыцарь колокольчиков и двойка колокольчиков. Смотрите, что показывают карты. Перспективы по первому варианту. Вам какой-то мужчина там поможет, и вы в любом случае выкрутитесь. То есть даже если учесть, что вы эту работу в будущем теряете, вы вместо нее можете найти другую, или вам просто поможет какой-то человек подставить плечо мужского пола, да? Также карта тройка сердечек показывает, что даже если вы выберете эту работу, возможно, будет переход и сотрудничество с кем-то еще, и вы в обиде все равно не останетесь. То есть вы все равно перейдете на хорошую другую работу в будущем. Если вы сейчас выбираете второй вариант, вы остаетесь здесь, у вас на долгие годы союз, ну, то есть заключение контракта, и большие перспективы как карьерного роста, так и развития идут. Поэтому я бы здесь выбрала все равно второй вариант, потому что в первом варианте вы увольняетесь и ищете другую работу, и находите, конечно, ее. Но чем тогда хуже второй вариант? Да, он лучше по всем параметрам. Вы тут можете много лет работать, а там все равно придется менять работу, да? То есть смысл выбирать первый вариант. Ну, вот такой ответ по первой позиции. А мы идем с вами дальше. Позиции номер 2. Смотрите, выбор между двумя вариантами работы, да? Вам нужно загадать будет, какой первый вариант, какой второй камень бычий класс. И первая карта характеризует вас для работы, да? И это у нас туз колокольчиков. Карта показывает, что вы человек смелый, яркий, интересный, креативный, приятный. И для работы, для любой работы, для любого начинания вы подходите, также и для индивидуального предпринимательства тоже. Вы привлекаете к себе в жизни, в принципе, деньги, вы можете генерировать хорошие идеи, вы яркий персонаж, которого, скорее всего, с распростертыми объятиями могут принимать на любой работе, которая бы ему подошла, да, этому человеку. И я считаю, что, конечно, у вас такая притягательная энергетика, что и вас начальник будет уважать, и сотрудники. Поэтому вы на сегодняшний день хороши, очень-очень хороши для работы. Давайте посмотрим выгоды первого и второго варианта. Вы загадали, надеюсь, распределили, какой вариант работы для вас первый, а какой второй. Итак, выгоды для первого варианта работы. Это пятерка колокольчиков. Вы знаете, эта карта, она показывает побег из гнезда, да еще и с яйцом, да. То есть здесь как будто бы
если уж смотреть именно слово «выгода», то свою выгоду придется буквально уносить из-под носа у хозяина, допустим, или у директора, да, и как будто бы вырывать с боем свое, если еще вообще свое. Также постоянно нужно общаться и работать с конкурентами, их обходить, изучать их стратегии. И очень много работать с клиентами, чтобы привлечь их. То есть, если вы с этим умеете работать, то, конечно, выгода здесь по деньгам будет хорошая. Никого не жалеть, да, вы не будете никого жалеть, и тогда к вам придут деньги. То есть на этой работе можно заработать. Выгода второго варианта – это Луна. Луна показывает очень сильное подсознательное развитие, интуиции развитие, способностей даже каких-то благодаря этой работе. И изучение чего-то вот нового, интересного для вас, захватывающего. Также могут быть необычные знакомства. Вот. Так, хорошо, давайте смотреть, значит, подводные камни этих вариантов. Первый вариант работы – подводный камень жрица. Возможно, будет какая-то женщина на работе, которая является для вас недоброжелательницей. Сотрудница, которая может магичить на вас или завидовать вам на этой работе, или конкурентка. Скорее всего, да, именно женщина. Вот, женщина-враг для вас будет на первой работе. Какой подводный камень на второй работе? На второй работе это карта силы, да. Сила показывает здесь, что... Подождите, сила, неправильно, вот так. Сила показывает здесь, что подводный камень нужно много затрачивать усилий, энергии. Много работать, или тяжелая работа физически, или морально-умственно. Еще нужно постоянно укрощать как клиентов, так и, там, допустим, сотрудников, начальника. Искать подход постоянно придется. И обуздывать свои внутренние страсти. Хорошо. Теперь совет по выбору первого и второго вариантов. Давайте посмотрим советы теперь. Совет по выбору первого варианта. Король желудей. Карта показывает здесь какую-то перспективу, очень мощную перспективу. Возможно, общение или работы с мужчиной, или занятие лидерской позиции, а также занятие высокого положения в будущем. Ну, то есть, допустим, очень сильная перспектива карьерного роста благодаря своей собственной дисциплине и упорству. Так, совет по второму варианту, да. Императрица. Ну, вы знаете, эта карта, она совершенно точно говорит о том, что сотрудничай с женщиной. Вот здесь как бы больше удели внимание мужчине на первой работе, а здесь женщине. Или наоборот, клиентам мужского пола, клиентам женского пола. Это просто как вот, да, как указание на женщин, на мужчин. Вот. И здесь карта говорит, веди себя спокойно, обо всех заботься, будь выше каких-то там, допустим, сплетен, разговоров нехороших. Постарайся привлекать к себе изобилие, весь поток изобилия. Кстати, это тут хорошая перспектива в этом плане. Занять именно тоже господствующее положение. На обеих работах есть карьерный рост. Стремись к этому карьерному росту, да. То есть здесь просто идут два разных человека, влияющих на ситуацию. Но советы примерно похожи, да. Во-первых, дружи с этими людьми. Здесь с мужчиной, здесь с женщиной, да. А во-вторых, стремись к тому, чтобы занимать лидерские позиции. Но здесь идет мужская энергия, ну, то есть действительно дисциплинируй себя, проявляй инициативу, да. А здесь женская энергия. Будь покладистый, послушный, заботливый, красивый там человек. И постарайся, ну, как можно мягче быть, чтобы речь приятно текла, там, да, чтобы не было каких-то резких всплесков этой речи, а наоборот все, чтобы было так вот прям приятно, так плавно. Хорошо, давайте теперь смотреть дальше. Перспективы при выборе первого варианта и перспективы при выборе второго варианта, да. Здесь 3 карты выкладываем, значит, 8 листиков, умеренность и король колокольчиков. И второй вариант, значит,
справедливость, шестерка сердечек и двойка сердечек. Ну, тут ясно, понятно. По первому варианту, смотрите, перспектива неплохая. Исцеляется ваша душа на работе, исцеляются ваши какие-то даже прошлые, возможно, травмы. Вы идете под командованием мужчины, совершенно точно, он лидер для вас, возможно, начальник. И, соответственно, если вы дисциплинированы, он будет вас очень уважать. И есть вероятность проработать долгие годы. И есть перспектива карьерного роста. Да? Доходы будут расти умеренно. Второй вариант. Все будет по-честному, по справедливости, только успевай соблюдать закон, как говорится. Ты будешь со всеми дружить, все будет отлично. И, возможно, даже на работе, если вдруг у вас нет отношений, вы найдете для себя гармоничные отношения. Даже в связи с этой работой можно наладить личную жизнь. Сотрудничество на долгие годы. Плюс развитие таких навыков, как умение быть добрым, заботиться о людях, быть мягким и человеколюбивым. Здесь идет выражение души на второй работе. Выражение себя именно через помощь. Я считаю, это тоже прекрасно. Это очень хорошо для любой личности. Духовное развитие, развитие интуиции, способностей. То есть вот мне кажется, вторая работа для души, а первая работа для амбиций. И вот вам выбирать теперь, для души работать по сердцу, да, или для амбиций. Ну, вот такой ответ по второму варианту. А мы идем дальше. Вариант номер 3. Третья позиция, вернее, да. Наш авантюрин. И первая карта. Ваша характеристика сначала. Здесь у нас рыцарь листиков. Ну, вы такой человек очень целеустремленный, яркий в работе, лидер. И вы готовы что угодно сделать для того, чтобы зарабатывать как можно больше денег, а также чтобы добиться всего-всего-всего. То есть самой высоты, да. Вы готовы передвигаться, вы готовы день и ночь работать, вы очень вот в этом плане яркий человек, много общаться, язык у вас хорошо подвешен, скорее всего, вы логик, да, и вы часто видите длинные логические цепочки, то есть умеете принимать стратегические решения, это важно. Вы очень умный человек, и вас за этот ум, скорее всего, очень ценят. Хорошо. Давайте посмотрим. Вот вы загадали первый вариант работы для себя и второй, да? Выгоды каждого из вариантов. Давайте смотреть. Выгоды первого варианта. Здесь у нас рыцарь сердечек. Выгоды первого варианта. То, что работа вам по душе, по сердцу. Вам будет очень нравиться на ней работать. Есть всегда перспективы для творчества, для личностного развития, для того, чтобы идти вперед. Есть перспективы карьерного роста. Деньги средние, сразу говорю, средние доходы, но их всегда можно увеличивать благодаря своим талантам. На работе будет хорошая обстановка, либо в коллективе, либо просто в среде, в которой вы работаете. Так, выгоды второго варианта. Колесница. Здесь возможен переезд в связи с работой, возможно, даже в другую страну или на дальние расстояния. Это тоже может быть вполне выгодно. Или могут дать даже служебный автомобиль. Перспективы очень сильного продвижения вперед, карьерного роста до вершины. И также перспективы занятия быстро руководящей должности. Также, конечно, колесница показывает, хочешь жить, умей вертеться, то есть нужно очень много прилагать усилий для работы. И это все окупится, то есть могут сильно увеличиваться доходы. Так, давайте посмотрим теперь подводные камни каждого из этих вариантов. Да? Первый вариант подводный камень – это звезда. Звезда показывает, что можно испытывать очень много иллюзий на работе. Слишком нереальные мечты или даже нереальные ставить цели, которые совершенно будут не достигнуты. Не врите сами себе, то есть в этом подводный камень. Вы можете преувеличивать вообще, в принципе, любые достоинства как работы, так и сотрудников, начальников, клиентов. Слишком воображать, чего не стоит делать совершенно ни на одной работе в этой жизни. Да?
Но работа как-то так предполагает, что вы начнете страдать почему-то иллюзиями. Вторая работа — подводные камни. 4 сердечек. Здесь нельзя откровенничать с окружающими людьми, это плохо кончится. Если на первой работе у вас может быть куча друзей, соратников, союзников, хороший коллектив, на второй работе такого не будет, скорее вы будете попадать в змеиный коллектив, в змеиный клубок. И, соответственно, не дай бог разоткровенничаетесь, вас сразу подставят. Это сложно в таком коллективе, конечно, работать. Так, теперь совет по выбору первого и второго варианта. Первый вариант — совет. 10 сердечек. Здесь живешь на работе, как будто бы в семье. И если ты хочешь быть в хорошем коллективе, хочешь работать на работе, которую ты очень любишь, где тебя любят, где ты любишь, и где все хорошо в этом плане, да, хоть и не очень большие деньги, не страшно какие-то огромные деньги, но все хорошо вот в плане там среды в коллективе, то выбирай эту работу. Она для тебя как вторая семья, да. Совет по второй работе. Королева колокольчиков. Здесь совет такой. Если хочешь добиться вершины, если хочешь себя сделать свой имидж, сделать карьеру, добиться высоких доходов, тебе сюда. И вам нужно выбрать, да, то ли быть в хорошем, теплом коллективе, то ли удовлетворить все свои амбиции и заработать много денег. Хорошо, давайте посмотрим перспективы. Перспективы на первом варианте и на втором, да? Так, первый вариант, значит, туз сердечек, иерофант, 6 колокольчиков. Второй вариант, значит, маг, рыцарь желудей и дьявол. Смотрите, первый вариант. Карты показывают, что перспективы очень хорошие, с вами будет честно поступать, начальник будет хороший и сотрудники тоже. Вы будете любить эту работу, работать по сердцу, вам будет очень хорошо там работать. Светло и ясно, вы со всеми будете дружить, и перспективы долго оставаться на этом рабочем месте, никуда не уходя, и просто радоваться жизни. Второй вариант. Перспективы. Добиться всего-всего, добиться самых высот. На этих самых высотах вы будете распоряжаться сами своей судьбой, своей жизнью, однако потом кто-то попытается соблазнить вас еще большими деньгами и уже начнет распоряжаться вами. И вам нужно быть очень внимательными на втором месте работы. Да, вы можете добиться чего угодно, да, у вас будут удовлетворены все амбиции, да, вы действительно получите большие деньги, но в итоге какой-то начальник или высокопоставленное лицо завладеет вами с помощью еще больших перспектив, как будто бы, и будет помыкать, управлять, заставлять принимать его решения, а уже не ваши. Ну, вот такой ответ по третьей позиции. Выбирать вам. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Жду помощи от вас. Спасибо всем, кто помогает донатами. И надеюсь, что поможете и дальше. Знаете, что сейчас тяжелое положение в YouTube для русскоязычных каналов. Смотрите как можно дольше. У кого есть реклама, обязательно смотрите рекламу. И я вас всех благодарю за то, что вы остаетесь с нами. Всем пока и до новых встреч!